14 августа 1992 года. Эта дата навсегда разделила жизнь абхазского народа на до и после. В тот жаркий августовский день мирные жители и гости столицы отдыхали, работали, мечтали, строили планы на будущее. Но все разрушилось в один миг. В небе появился вертолет. Август 92-го – разгар курортного сезона. В Абхазии отдыхают тысячи туристов со всего Советского Союза. Над переполненным Сухумским пляжем неожиданно появился вертолет. Уже через мгновение по отдыхавшим на берегу людям ударил свинцовый град. Это были войска Госсовета Грузии. Первое, что они сделали, кстати говоря, они с вертолетов боевых нанесли удар Нурсами по пляжу, на котором отдыхали семьи военнослужащих российских. Это санаторий Министерства обороны Российской Федерации в Сухуме. Тогда встал вопрос о срочной эвакуации российских и иностранных граждан. Ответственность за эту операцию была возложена на смешанную контрольную комиссию. И вот эту миссию впервые, такую масштабную, осуществлял Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, который возглавлял тогда еще молодой Сергей Кожегедович Шойгу. Большое количество людей тогда им удалось вывести отсюда из Сухума в Сочи. И настолько успешно прошла эта эвакуация, без всяких жертв. В то, что началась война, местные жители не верили, надеялись, что все быстро закончится. Ведь еще накануне 13 августа президент Грузии в телефонном разговоре заверял руководство Абхазии, что о кровопролитии не может быть и речи. Но уже совсем скоро стало понятно, что за право на существование на собственной земле придется бороться. Пришли убивать просто потому, что есть такая национальность – абхазы. Начались грабежи, мародерство, зверские убийства, насилие. Ведь ворвавшиеся в Абхазию грузинские войска были группами мародеров и преступников. А главный план этой операции – Абхазия без абхазов. Даже после грабежей мы не верили, что это война. Мы поняли, что это война, когда одним из первых взяли моего брата. Он был убит. Расстреляли. Я так думала. Оказывается, они пока везли его, они его кололи ножами. Ножом кололи по-живому. Они прикладом ему зубы выбивали. Они стреляли ему в челюсть. Я потом это все потихонечку видела. Но дали вам похоронить его дали? Они ему разрезали грудь и вытащили сердце. Да. Я не знаю, куда они его дели. В республике была объявлена мобилизация. Призывали мужчин от 18 до 40 лет, но на защиту Родину шли, подделывая документы, еще совсем дети и уже старики. Тем временем по зову сердца в Абхазию горными тропами стали прибывать добровольцы из Северного Кавказа, Юга России и черкесской диаспоры за рубежом. Наиболее сложная обстановка возникла в шахтерском городе Ткварчал, который был отрезан от всей Абхазии с самого начала войны. 413 дней без электричества, еды и воды. ГКЧС России начал доставлять сюда гуманитарную помощь. Тем временем грузинская сторона всячески пыталась сорвать доставку продовольствия и медикаментов в блокадный город. Кстати говоря, это происходило не так просто, тоже были препятствия со стороны грузинской стороны, даже были обстрелы этого конвоя, были такие ситуации. Но несмотря на это, они доставили конвой. Одной из самых кровопролитных страниц в истории Отечественной войны народа Абхазии стало 14 декабря 1992 года. Спасаясь от голода и холода, на гуманитарном вертолете из Ткварчала в Гудауту летели женщины, старики и дети.
Но вертолет был сбит войсками Госсовета Грузии. Гудауту были доставлены лишь их сгоревшие тела, которые захоронили в братской могиле. За стол переговоров обе стороны садились не раз, но прийти к миру не удавалось. Последняя попытка была в августе 1993 года на очередном совещании Объединенной комиссии по урегулированию в Сухуме. Могу сказать одно, что грузинской стороной и план, и график на сегодняшний день сорван. К нашему большому сожалению, сорван в 3-й раз. Для наших хотя бы Тут уже ничего не исправишь. Действительно, условия переговоров грузинская сторона постоянно нарушала, потому что главной целью для нее была Абхазия без абхазов. Тем временем абхазская армия наступала, а в сентябре 1993 года враг бежал. Так провалился план взять Абхазию за 3 дня. Гугуца Вардания, Константин Парулова, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.